Валюта упал, тут уже ничего не сделаешь. Это всем видно. Это все ясно и понятно. Чрезвычайные события происходят постоянно во всем мире, но выдавать непроверенную информацию в погоне за эксклюзивом в СМИ тоже не стоит. Публиковать нужно лишь проверенные данные, которые не приведут к волнениям в обществе, считает Александр Веклич. Я считаю, что диалог должен быть, но необходимо, опять же, еще раз почему понимать, что и мы готовы к этому диалогу, но, опять же, в рамках той разумной открытости и в рамках наших определенных нормативных документов. В целях объективного информирования общества необходимо полное взаимодействие правоохранительных органов и СМИ. Такова тема круглого стола. Когда мы говорим о взаимодействии средств массовой информации и правоохранительных органов, мы эту тему поднимали еще на прошлом форуме, и запрос действительно на обсуждение этой темы есть, и он чувствуется с обеих сторон. Представители пресс-служб правоохранительных органов страны, редакторы и спецкоры, ведущие новостных программ. Журналистам интересно услышать мнение спикеров, председателя Ассоциации СМИ СКФО, представителей Следственного комитета и Росгвардии. Вопросы самые разные. Уместны ли публикации некоторых материалов, как наладить быстрое взаимодействие правоохранительных органов и СМИ, и как бороться с дезинформацией посредством социальных сетей. Мы с вами здесь союзниками должны быть. То есть правоохранительные органы, как и мы, журналистское сообщество, должны пробивать одну и ту же тему. Говорить о том, что ответственность должна быть одна. Вадим Баканов считает, что необходимо уравнять в ответственности все информационные каналы, в том числе и в соцсетях, и приводит в пример опыт такой практики в других республиках. К дискуссии подключается старший помощник руководителя Следственного управления по Ставропольскому краю. Нам, правоохранительным органам, с добросовестными СМИ, которые действуют в рамках правового поля, конечно же, нам работать легче, и мы хотели бы, чтобы они только и были, а всего остального больше не было. Так, в принципе, в общем-то, еще даже 10 лет назад и было практически, да, а я могу судить, потому что я вот на своей должности ровно столько лет нахожусь. А дальше перешли к телевизионным каналам. Случая задать свой вопрос не упустили и мы. Если на контакт очень сложно идут правоохранительные органы, например, я ведущая профильной передачи, дежурная часть, и такие события недельная сводка у нас идет. Соответственно, любое чрезвычайное происшествие должно быть подтверждено какими-либо комментариями. И для нас в данный момент очень сложно их получить. Что нам делать? За период моей работы таких нюансов не было, вообще не было. Я на своей памяти не помню, чтобы к нам кто-то обратился, и мы не пошли на контакт. Это исключено. Но то обстоятельство, да, вот о том, что сегодня идет речь, о том, в какой мере, в каких объемах мы можем дать информацию, да, мы, конечно, с вами дальше, я надеюсь, будем работать и с такой проблемой журналисты сталкиваются практически всегда. И площадки, на которых звучат ответы на самые актуальные вопросы, для участников форума просто необходимы. В общем-то, несколько лет довольно-таки неоднозначная ситуация в работе с правоохранительными структурами, получение информации. Она значительно изменилась. Возможно, это связано в целом с ситуацией в стране, в регионе. Я с 90-го года в журналистике и только на ТАСС работаю 23 года. Но дело в том, что впервые принимаю участие в этом форуме. Я никогда не ездил в другие регионы. Спасибо, что его сегодня привезли к нам. И, конечно, мне удалось пообщаться, увидеть своих коллег. В общем-то, он многое дает. Сейчас очень много идет информации, которая подчас бывает непроверенная. Мы говорили о том, чтобы все-таки журналисты относились к тем материалам, которые они пишут, более ответственно и проверяли каждое слово и каждую мысль, которую они публикуют в своих статьях. На встрече отметили, сотрудничество правоохранительных органов со СМИ – это далеко не прихоть самих журналистов, а скорее необходимость. И работа в этом направлении должна выйти на новый уровень. Ева Ужахова, Рахман Цуров, Новости 24.